ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Понедельник, 10:00, Центр творчества имени Корчевского. Открытие детского оздоровительного лагеря «Юная армия». Это всероссийское военно-патриотическое движение появилось в 2016 году, быстро получив распространение в школах и патриотических клубах Ухты. Чтобы собрать увлеченных ребят вместе и развивать их в этом направлении, учреждения нашего города решили провести оздоровительный и обучающий лагерь дневного пребывания. Повторюсь, то, что те 8 клубов, которые входят в юноармейский штаб ухтинский, они составили программу, то есть это не центр составлял, именно весь штаб составлял, то есть каждый по своему направлению. Здесь будет и строевая подготовка, здесь будет и практическая стрельба, здесь будет и лазертаг, здесь будет медицина, здесь будет пожарное направление, в общем, большой-большой спектр. Также планируем посещение музеев, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, встречи с ветеранами афганской войны и событий в Чечне. В этом направлении ухтинцы стали пионерами. В Коми еще никто не собирал юноармейцев вместе почти на неделю, чтобы проводить занятия, культурные выходы и встречи с ветеранами. Правда, пока на эти сборы попали не все. В Ухте в юнармию входит примерно 150 подростков, а лагерь вместил всего 40. С каждого учреждения по 2 представителя. Но и это уже неплохо, отмечают руководители учебных организаций и военно-патриотических клубов. Обмен опытом дает безусловный импульс к развитию. Тренировка в своем клубе – это, конечно, хорошо, но чтобы ребята, которые будут выступать на соревнованиях, где есть представители других клубов, эта тренировка намного лучше, потому что ребята непосредственно в боевых условиях, можно сказать, участвуют. Поэтому я считаю, что любые соревнования на муниципальном, а лучше даже на республиканском уровне, они очень нужны, они поднимают дух бойцов и учат их новому. Программа лагеря рассчитана на 5 дней. В пятницу, 30 марта, в этом же зале пройдет торжественное закрытие. Но ребятам некогда будет расслабляться, они начнут подготовку к 9 мая, а уже после среди юноармейцев пройдет крупный лазертаг-турнир, который, возможно, станет всероссийским.